Здравствуйте, дорогие друзья! Стадион Сан-Сиро. Здесь Интер и Лацио сыграют матч очередного итальянского тура. Матч бесценный совершенно с точки зрения тактической борьбы в турнирной таблице. И те, и другие поодаль от группы лидеров, которые составляют сейчас Ювентус, Милан и Удинезе. В отличие от предыдущего тура, когда все эти славные коллективы оступились, потеряли очки, либо вообще проиграли, сейчас наоборот, лидеры выиграли. И при следующих Интер и Лацио должны между собой разобраться, кто же сделает такой же широкий шаг, а кому это не удастся. Очень сложный матч психологически, потому что Интер находится в великолепной серии, 6 побед подряд в чемпионате Италии, плюс выигрыш в Кубке накануне, на прошлой неделе. Кстати, кубковая борьба сейчас всех занимает, потому что уже в следующем мидуик будут сыграны четвертьфиналы, и там и Лацио будет, что любопытно. Здесь с Миланом на Сан-Сиро будет играть Лацио. Но при этом, конечно, давление на футболистов Интера, которые рано или поздно должны оступиться, по общему мнению, сейчас очень-очень сильное. Ну а Лацио уже наступался, потерял ритм лидерский, проиграл 0-4. Об этом, наверное, болельщики Лациали вспоминать не желают. После этого все-таки одержал победу в предыдущем туре и сейчас должен более-менее прилично себя чувствовать. Состав Интера практически не изменился по сравнению с дерби недельной давности. Жулио Сезар в воротах. Лишь Кристиан Киу вышел на поле. Немножко поменялась схема. Нет Тиаго Мотты. Ну вот смотрите. Защита в обычном, в общем, сочетании в центре. 25-й Вальтер Самуэль и 6-й Лусио. 26-й Кристиан Киу и 13-й Майкон по флангам. 19-й Степан Камбьяс, 4-й Хавьер Санетти. Опорные полузащитники дальше, ближе к атаке. 55-й Юта Нагатома и 11-й Рикардо Альварес. И два нападающих. Диего Милита, 22-й, 7-й Джанпаоло Паццини. Лацио. В воротах Федерико Маркетти. Чаще других защищает он рамку Лациали в этом сезоне, хотя все три вратаря заявлено уже поиграли. Дальше 20-й Джузеппе Бьява и 3-й Андре Диас, центральные защитники. 26-й Штефано Раду и 78-й Лючано Дзаури, приобретение Лацио, играют по флангам. Кристиан Ледесма, 24-й, 19-й Сенат Лулич, 15-й Альваро Гонсалес, 8-й Эрнанес, 4 полузащитника, 25-й Мирослав Клозе и 9-й Томмазо Рокки в атаке. Клаудио Раньери, главный тренер Интера, Эдуардо Рейя возглавляет Лацио. Жаль, конечно, что нет аншлага после феерического с точки зрения атмосферы дерби. Все-таки немножечко досадно наблюдать пустые трибуны. Ну, не пустые, разумеется, но из 80 тысяч от силы половина сегодня заняли места. Если пойдет игра по-настоящему яркая, конечно, стадион будет слышно. Ну что ж, в путь. Показали нападающих. Довольно результативным получается тур. Лидеры в списке снайперов у Лацио с 9 мячами Мирослав Клозе и Диего Милита у Интера на высчету 7 мячей. Но они серьезно отстают от тех, кто возглавляет эту гонку. Ну а сегодня, напомню, вообще в этом туре и крупные победы есть, и матч сверхъестественной результативности Палермо-Джено 5-3. Лацио с мячом на первых секундах. Очень интересная тактическая схема. Сенат Лулич определяет во многом диагональную структуру игры Лацио. Слева располагается 19-й номер, получает мяч. Сейчас нет, немножечко не дотянулся. И от того, насколько близко к бровке он будет играть, и зависит вот эта структура. Конечно, любая схема мертва без реализации, без того, чтобы воплощали ее в жизнь и футболисты. Но мне всегда интересно в этом сезоне смотреть за Лацио, за тем, как команда ведет игру. Там какое-то столкновение произошло на половине поля гостей. Паццини упал. Выпрыгивал рядом с ним Эрнанес. А, нет, Эрнанес с Санетти боролся. А ждешь Паццини-то, режиссер, тоже не могут найти этой ситуации. Вот уже Андре Диас получил желтую карточку. Вдруг ни с того, ни с сего.
Да, вот теперь, наконец, все стало ясно, хотя я не уверен в том, что Паццини так уж сильно пострадал. Попытался, может быть, и на арбитра воздействовать. Но эти мелкие истории, они будут, безусловно. Команды с первых минут, особенно в эту пору сезона, занимаются не только тактической борьбой, но и игрой на нервах друг друга. Трудно, безусловно. Мы смотрели матч, я надеюсь, многие из вас видели дерби. Очень трудно было и той, и другой команде здесь, на этом стадионе. Преснопамятное поле в последние годы, конечно, ставшее значительно более ровным, но не позволяющее в середине сезона, в декабре, в январе, в феврале вести по-настоящему бархатный комбинационный футбол. И сегодня много будет жесткой борьбы, и, на мой взгляд, зависит от того, как тренеры сыграют, как они вообще продумали план на игру. Пока в клинч вошли команды, штрафных мы с вами не видели, как и вратарей. Интеру достался в четвертьфинале Кубка Италии, возвращаясь к этому турниру Наполи, и придется ехать на выезд. Напомню, в середине следующей недели уже состоятся четвертьфиналы, в том числе Интер-Наполи и Милан-Лацо. В Италии, наверное, не так, как в Англии, относятся к Кубку. Не настолько трепетно. И тем не менее, не стоит забывать, что скудетто полагается и за победу в этом турнире. Только другого вида, другой формы. Майкон. Не получается по-прежнему никакой атаки ни у той, ни у другой команды. Вот Лулич в центр. Там Азарокки. Капитанской повязкой сегодня опытнейший форвард. Не так часто играет в стартовом составе. Киву бросается по левому флангу. Альваро Гонсалес. Камбьяса был рядом. Не заметил соотечественника Гонсалес. И, прошу прощения, Рикардо Альварес, конечно. Длинные, простые испанские фамилии и имена. Иван Петров и Виктор Кузнецов. Что-то вроде этого. Если на наш язык переводить. И вот момент. Подача. Майкон выбивает мяч и очень свободно. Хавьер Санетти. Феноменальный матч провел капитан Интера здесь неделю назад в дерби. Ну, а что касается Кубка, завершу уже этот разговор. Все-таки, несмотря на серьезное отношение журналистов, публики и уважение к победе в этом турнире, на стадии 1/8 финала команды, конечно, не выкладываются на 100%. И подтверждение тому очень просто найти в составе Интера. 3 человека из сегодняшнего сочетания играли с Дженоа. Интер выиграл 2-1, забил Майкон вечный. Ну, кстати, догадайтесь, кто там играл. Санетти, Камбьяса и Майкон. Из тех, кто есть сегодня. По-моему, мяч коснулся Паццини. Нет, все-таки успел защитник первым. И будет угловой, следовательно. Похоже, был на рикошет. Джузеппе Бьява выбивает мяч из-под ноги Паццини. Очень долго в игре с Миланом ни Паццини, ни Милита не удавалось даже открыться толком. Но роскошная контратака и пас Санетти во втором тайме принесли победу Интеру. Выбивает мяч Лациале. Клозе пришел помогать и взмыл над штрафной. Аж до центра поля добил. Милито. Рикардо Альварес по-прежнему играет. Вот спасибо режиссеру. Как раз и попался. Ну, просто потому, что он аут. Исполнял. Вот Мичей. Звуковой. Разумеется, восстановление Уэсли Снейдера долгожданное, которое вроде бы уже произошло, по слухам. Мы видим на скамейке разминающегося голландца. Мы слышим, что он готов играть, но ни в дерби, ни сегодня в стартовом составе нет. А в дерби, напомню, Снейдеру досталось 3-4 минуты от силы. Ну вот Альварес играет и доверяет по-прежнему Клаудио Раньери, этому футболисту. Лулич. Оббегает он Лусио и
Вообще ощущение, что Лусио не успел доиграть момент и вытягивал ногу. И если бы не нога Лусио, слегка зацепившая Лулича, то, может быть, Сенат бы и дотянулся до этого мяча. Но судья решил иначе. Майкон набирает скорость. Пас направо на Милита. Тот режет угол в центр. Снова Майкон. Неудобно, что называется, в заднюю ногу. Отдал эту передачу. Спасает. Пытается спасти ситуацию Альварес. И спасает ее. Мяч, во всяком случае, остался у Интера. Диас выбил за боковую. Альваро Гонсалес, а вот его придержал за слот. Своего рода поставил Эстебан Камбьяса и штрафной в сторону ворот хозяев. 8-я минута, 0-0. Потихонечку разогревается игра, как комфорка электрической плиты. Сразу и не определишь, когда уже можно ставить сковородку. Но я думаю, минут через 5 закипит. Киву корпусом слегка оттеснил Мирослава Клозе. Когда совсем новым стал состав Лацио в атаке, пришли Клозе и Сиссе, говорили в первых матчах о сыгранности этого дуэта. Но вот выяснилось, что Клозе-то готов играть в одном и том же ритме, а Сиссе ломкий во многих смыслах, увы, нет. Вне игры Джанпаоло Пацини. Опять Майкон, которому помогает очень активный и трудолюбивый Юто Нагатомо на фланге. А где офсайд-то? Офсайд где? Сеньоры. Офсайда не было. Не прав арбитр совершенно. Не факт, правда, что момент мог хоть как-то заставить трепетать Маркетти. Там Пацини, если бы не свисток, вряд ли обыграл бы защитника. Вот так легко и освободился бы от него. Лулич, перехват. Раду. Интересно, Раду и Киву встретятся сегодня хоть раз. Лулич. Долго Эрнанес, долго мяч обрабатывал поле, конечно. Не блестяще готово. Еще раз подчеркну, но такой игрок, как Эрнанес, особенно учитывая, что он в воздухе с мячом работал, скидок за это получать не должен. На мой взгляд, Эрнанесу не хватает какого-то внутреннего стержня для того, чтобы стать не просто лидером, но и вообще звездой. Он бывает лидером. Потеря Киву неожиданная. Клозе. Не удалось подсечь. Аккуратненько, мягко мяч. Нагатомо. Санетти. Простенько и со вкусом. А вот Майкон чуть было не ошибся. Лусио правильно. Из аута голы не забивают. Это известная догма. Но не в такой степени, чтобы в аут выбивать на ровном месте, конечно. Скомканная игра. Я даже не назову ее лоскутной. Есть такой тоже образ. Лоскутная, когда все-таки из чего-то картинка собирается. Пусть и разрозненная. А сейчас никакой картинки нет. И вот передача Милита поперек поля. Раду тоже ошибается. Пора уже в себя приходить. Ну, у Интера кто еще возьмет на себя ответственность за эпизод, за ритм команды игры, как не Хавьер Санетти. И в итоге, после паса Майкона, Диего Милита зарабатывает штрафной. А Андре Диас еще на более тонкой ниточке подвисает. На первой буквально минуте получил бразильский защитник желтую карточку. И теперь копятся судейские оценки по его поводу. Часто фалить третьему номеру Лацио не стоит. Штрафной. Можно пожалеть об отсутствии Снейдера в такой ситуации. Да и Станковича. Ну вот Кристиан Киву пытается пробить, рикошет. Травму перед матчем получил еще и Диего Фарлан. Тоже великолепный бьющий. Нагатомо. Альварес. Пауза.
Много мы говорили с коллегой Георгием Черданцевым по ходу дерби о том, что Рикардо Альваресу не хватает смелости еще. Смелости для того, чтобы принимать важные, решающие, определяющие решения перед штрафной. В частности, решение об ударах или о том, чтобы сделать рискованный пас. Ну, сейчас как раз он пытался подловить защиту Лацио на искусственном офсайде. Я опять не уверен, что был абсолютно прав арбитр. Между ног Нагатома мяч пробросил сопернику. Ну зачем же повторять? Это уже издевательство, удар по воротам, потеря у Лацио. Ну уж не знаю даже, кто хуже играет на первых минутах. Полузащита Интера никак не удается ей создать какую-то акцентированную историю на чужой половине поля. Или оборона Лацио, допускающий грубейшие промахи. Удар Альвареса. И снова Рикардо Альварес с мячом. Оставляет его Камбьяса. Тот теряет. Клозе. Низкая посадка. Такая мотоциклетная. Попробуй останови его на этом вираже. Здорово. Рокки пропускает мяч направо. Альваро Гонсалес. Подача Томазо Рокки. Нет, Самуэль. Киву. Пацини. Изящно. Все по делу. Да, немножечко не хватило тонкости в этой скидке. Ну а здесь защитники не должны пожарить. И Майкон спокойно разбирается в ситуации. Нагатома. Ну что, игра, по-моему, уже настоящая. Лацио выбрал свою роль. На встречных курсах команда не готова с Интером играть. 8-9 человек на своей половине поля. Альварес, Майкон. Майкон хорош в разгоне. Конечно, здесь в статике сложнее будет что-то создать, но находит Пацини. Снова тот неудачно играет. И Альваро Гонсалес. Очень красиво сейчас уругваец качнул соперника. Ошибка Луцио. Удар по воротам и штанга. И удар-то не получился. Пополз змеей мяч в ворота после рикошета. Как же Лусио не прочувствовал ситуацию, что нельзя этот мяч трогать. Даже если бы он достался Рокки, а Лусио оказался рядом с ним, то гораздо менее опасным был момент. А здесь он словно подработал угодливо сопернику этот мяч под удар. Правда, успел догнать, заставил Рокки волноваться, торопиться. Вовремя вышел и Жулио Сезар, и Интер спасся от пропущенного мяча. Вообще Интер пропускает очень мало по ходу этой серии. Удар плотный, но не точный. Кристиано Ледесмы. Бесспорно оплот полузащиты. Да, догнал и даже коснулся мяча Лусио. Но вот это движение для столь опытного защитника было совершенно неуместно. Ледесма один из тех, кто практически без замен провел весь первый круг. Сумма проведенных на поле минут у Ледесмы первая среди всех игроков Лацио. На втором месте Мирослав Клозе. Ледесма и Лулич во всех 18 матчах участвовали. Но Лулич значительно чаще бывал заменен и выходил на замену. Диего Милита. Ну, сегодня чуть раньше попал он на авансцену. Хотя, в общем, если сравнивать с ситуацией в миланском дерби, похоже, сегодня тоже совместные и органичные действия нападающих Интера в первом тайме в дебюте не удается. Но это от того, что Лацио играет плотно. Еще раз подчеркну, команда защищается слишком большими силами, чтобы здесь был простор для игры в пас между нападающими, скажем. Перехват. Эрнанес упал перед этим Милита. Эрнанес слишком
слишком неуважительно отнесся к Санетти. Раз в 40 лет, так можно вот так мимо пробегать. Дудки. Майкон. В офсайд залез Милито. Альварес. Санетти, Камбьяса, в смысле наоборот. И теперь Киву. И пас на ход очень сильно. Ну, странно, Кристиан Киву такой мастер. Передача-то была простой для исполнения под ногу как раз Альваресу, чтобы укрыть мяч от защитника. И там можно было даже пробить, попробовать. Но Киву ошибся. Ошибок вот таких в передачах, срывающих ритм собственных атак, пока команды допускают немного. Но у Лацио атак-то как таковых мы видели 2,5 от силы. И вот снова мяч удержали на чужой половине поля, хотя это не просто было. Ну и здесь скорее слишком долго думал, подходя к мячу. Полузащитник Лацио, контратака. И опять скорее, подчеркиваю, это гигантская заслуга игрока обороны, нежели ошибка в передаче. Итальянский футбол этим пронизан. Мы всегда отмечаем, я думаю, вы согласитесь, что матч с Миланом выиграли Лусио, Самуэль, Санетти. Те люди, которые отбирали мяч скорее, чем разыгрывали его и приводили на чужую половину поля, хотя Санетти своим блестящим проходом организовал голевой эпизод. Но в Италии игра защитников настоящая, пламенная и очень точно организованная. Это суть и смысл. Это то, чем мы любуемся, и то, что определяет картину. И когда матч заканчивается со счетом 5-3 итальянский, как сегодняшний Палермо-Джено, мы понимаем, что это не совсем серия А. Это скорее развесистая клюква, которой, безусловно, приятно сдобрить в качестве десерта тур. А матч, завершившийся даже порой в ничью 0-0, бывает гораздо более содержательным. Именно в Италии. Потому что здесь так устроены тренеры, здесь так устроено общественное мнение. Здесь никто не будет упрекать за недозабитые мячи, недосозданные моменты. А вот проигранные единоборства и потерянные зоны — это то, против чего с усмешкой и с иронией будут восставать те же журналисты, обозреватели. При этом, если в таких матчах, где все выстроено, где по-настоящему здорово организована игра, еще и забивают много, это тоже бывает. Я помню, кстати, матч, в котором Андрей Шевченко, один из, наверное, величайших шедевральных своих спектаклей, выдал. И Милан как раз играл с Лацио. Была ничья 4-4. И там упреков, не знаю, почему именно этот матч пришел в голову, таких было много. Именно этот матч и остался в памяти как творение итальянского футбола, правильного, несмотря на огромное количество забитых мячей. Но тем временем Лацио попытался вокруг штрафной что-то создать. Альварес. Передача на ход в центре. Уже долго ждет Пацини. Подача. Удар по воротам Нагатомо. Пацини очень прыгучий. Милито, практически не глядя в одно касание, делал передачу в районе 11-метровой. Хорошую, плавную, удобную для удара. Чуть-чуть не хватило ей точности. Наверное, даже рекордный прыжок. Лучший результат сезона в мире Пацини не помог бы дотянуться до этой траектории. Ледесма. Теперь подача в противоположную штрафную. Лулич не рискнул с лета бить. Но долго. Хотя Клозе открылся. Вот уже Интер. Вопрос об организации, о том, как это смотрится. 8 человек. Будьте любезны. Обороняются, и мышь тут носа не подточит.
комар не проскользнет. 22-я минута, четверть матча позади. Голевых моментов, что может быть парадоксально, все-таки не настолько априори равные силы. Наверное, опять же, подчеркну. Но голевых моментов меньше, чем за тот же период матча Интер-Милан. Там, правда, роли были расписаны несколько иначе. Там скорее Милан владел инициативой. Интер действовал вторым номером. Может быть, это как раз проблема атаки Милана. В результате. Смотрим, что получится у Лацио вторым номером. Но я так говорю, что этот соперник для Интера не настолько грозен, как Милан. Кто-то поспорит. Все-таки Лацио в нынешнем сезоне заслуживает и требует к себе уважения. Впервые, пожалуй, лет за 5 у Лацио состав, способный бороться за верхние строчки в таблице. Рокки не сумел на опережении выиграть мяч у линии штрафной. Нагатома, перешедший на левый фланг. Вот уже вторую атаку он там пробавляется, идет вперед. Ну, смотрите, всем своим видом и абсолютно уверенный в своей непогрешимости Лючано Дзаури показывал, что если и были руки, то убранные в карман. Забавно, что мяч действительно в руку попал, спрятанную за спину. Маловато, вам не кажется, игроков Интера в чужой штрафной? Но набегать еще Майкон собирается. Это уже 6 человек. И все равно численное преимущество помогло хозяевам. Смахнули они мяч. Хавьер Санетти. Похоже, аут в пользу Лацио. Тиаго Мотта, получив желтую карточку в матче с Миланом, дошел до ручки, наиграл на дисквалификацию. Сегодня он отсутствует. Ну, видите, Нагатома в полузащиту переведен. А Киво занял место на фланге обороны. Но Нагатома при этом все ищет себе наилучшее применение. Справа, рядом с Майконом. В паре он начинал, теперь на левый фланг отправился. Ох, какая передача на Паццини. Хватит хода. Хода-то хватило. А вот дальше не разобрался, что делать. Может быть, стоило направо мяч убрать и попытаться дождаться партнеров. Надеялся, что на шаге переиграет Бьяву, но не тут-то было. В том эпизоде Нагатома столкнулся с соперником, видимо, слегка повредил. Ну, или просто ушиб ногу. Держался он за икроножную мышцу. Там, в общем, не страшно. Поболит и пройдет. Успевает набрать ход Кристиан Киво. Но здесь Дзаури, похоже, помог румыну упасть. Как-то неловко приземлился Киво. Что произошло? Наступил сзади на ногу. Киво слишком картинно. Такое ощущение, что падал после подножки человека-невидимки. Вот этого касания никто и не заметил толку. Да и было ли касание? Но арбитр рядом, угловой. Угловой назначает. Значит, Киво действительно сам упустил этот мяч.
Пацини, летучий Пацини выбивает. Санетти Нагатома. Не торопится идти в борьбу. Закрывают все подходы к штрафной хозяева. А пока в обороне команды, несмотря на несколько нелепец, все-таки играют гораздо лучше, чем в атаке. И Хавьер опять великолепен в отборе. Камбьяссо. Пацини был на этот раз в 3-метровом офсайде. Есть у меня подозрение, что... Нет, не в 3-метровом, но все равно заметным. В 3-метровом он стал после того, как Пацини начал набирать скорость. Но есть подозрение, что мяч все равно достался бы вратарю. Майкон. Потеря Майкина и нарушение правил. Надо отдать должное Лацио. Команда вторым номером тоже очень правильно провела дебют. Разыграла черными. Хорошую защиту. Теперь пора уже задуматься над тем, чтобы где-то в середине поля поискать шансы для преимущества. Не видно серьезного давления. Майкон перестал ходить правым флангом далеко до чужой штрафной. В общем, Интер отступил. Ледесма подает. Камбьяссо и Киву. Прицеливается румын, но долго-долго. Теперь уже передачу длинную на ход не сделаешь, и в позиционную придется. Плоскость атаку перевести. Санетти, Милито. Разумно избавился от мяча. Альварес. Киву. Тут приглашение к атаке принял. И вот теперь подача. Камбьяссо не дотянулся до мяча. Альварес. Хорош очень Эрнанес. Рокки не стоит терять времени. Шанс редкий для быстрого ответа. Пас в центр. Ошибается Вальтер Самуэль, не доходя до мяча. И похоже, пожалел немножечко аргентинского защитника. Арбитр запросто мог и желтую карточку показать. Но футболисты Лацио на этом не настаивали. Разыграли штрафной. Заури. Кристиан Ледесма. Красиво. Рокки, удар. Гол! Томмазо Рокки! Блестящие удары. Как же Жулио Сезар недооценил опасность эпизода. Все на тоненького, да, и пас-то прошел. Мне казалось, он слишком оптимистично этот пас в штрафную. Там Вальтер Самуэль уже закрывал капитана Лацио. Точно так же и пробить мимо Жулио Сезара было задачей очень сложной. Но все сделали идеально. И Кристиан Ледесма, и Томмазо Рокки. 1-0 Лацио впереди. Ну что, ровно та же история, что мы видели в дерби. Только Интер перекрасился. Здесь он фаворит, и здесь он проигрывает. Нагатома, 31-я минута. Подача, Пацини. И тут же Альварес. Эрнанес. Пошла игра выставочная. Когда забивает команда с позиции... Ну, я опять же не хочу обижать Лацио никоим образом. Тем более, что с 33 очками римляне выше в турнирной таблице, чем Интер. Но сегодня Интер более убедительно выглядит. И никто у него этого фаворитского статуса не отнимет. Итак, когда команда, играющая вторым номером, забивает в подобных матчах, это, конечно, серьезный повод ждать сверхрезультативного матча. Но решение не в пользу Интера, я так понимаю. Ну да, прыгал на Эрнанеса, не думая о мяче, Вальтер Самуэль, и заметил это арбитр. Абсолютно он прав, на мой взгляд.
Вообще Риццоли известен и в Европе. Главное достоинство в том, что он спокойно ведет игру. Лулич. Из-за боковой будут бросать гости. Ну вот смотрите, по статистике и угловых, и мы видели фолы. Лацио игру-то не проигрывает в объемном смысле. Подача и удар. Удар, кстати, очень неприятный, щекочущий нервы защитникам. Но понимал, конечно же, Жюлио Сезар, что Диас промахнулся и не реагировал. Но угол-то дальний был пустой. Если бы получился у мощного бразильца удар. Теперь Диас валит на газон Пацини. Плечом Лусио. Это красиво. Милито. Один совершенно на Нагатомо. И нельзя на него выдергиваться Дзаури. Японец получает мяч. Комбинация с Милито. И тут же мгновенно Кристиан Ледесма. Становится понятно по этому матчу. Ну, собственно, это и так понятно. Отчего Кристиан Ледесма играет практически без замен во всех матчах. Ключевая действительно фигура и в отборе, и в бетонизации, если позволите, игры. И, как выясняется, в атаке тоже. Пас просто был блестящим от Ледесма на Томмазо Рокки. Клоза теперь в центре поля поиграл и тут же бросился вперед. Дзаури. Эрнандес. Снова Дзаури. Клозе. А ну-ка, отними. Это уже очень красиво. Пас направо. Альваро Гонсалес в касание. Нужно делать передачу. Не дотянулся уругваец до мяча. Но опять переиграли. Вот эту строгую, безупречную в своей уверенности, как могло показаться после матча с Миланом, оборону Интера. Томмазо Рокки выглядит тяжеловесным. Ему не всегда удается выиграть борьбу. Особенно сложно бывает что-то сделать за счет стартовой скорости. Но это нападающий от Бога. Это человек, который чувствует момент удара. И то, когда и где нужно оказаться для приема мяча. Все главные добродетели, достоинства форварда есть у него. Ошибается. Защита. Бьява промахнулся мимо мяча. И Нагатомо чуть-чуть не успел. Да еще так неудачно промахнулся Бьява, что мог мяч подработать, как давеча Лусио для Рокки. Для японца. Маркетти очень вовремя вышел. Выручил римлян. Из-за боковой слева бросают хозяева. Снова в воздухе был Пацини. Снова мяч Интеру надолго не достался. Да я уж забыл, когда Интер в позиционной атаке был. Какие-то наскоки слева, где разбегался Нагатомо, да, мы видели. А вот у Альвареса, например, мяч в ногах очень давно не гостил. Вновь японец. Добежал почти до углового. Подача Альвареса. Милито. Вратарь. Ну или даже Раду. Теперь Лулич. Майкон. Раду вновь. Потеря у Лацио. Но все-таки румыну повезло немножечко в этом эпизоде. Но играть в пас умеют абсолютно все. Эрнандес открылся здорово. В общем, опять отогнали Интер от своей штрафной. Лациали. Пацини долго держит мяч. Но просочился
Наконец, форвард сыграл с Альваресом. Такое ощущение, что ему после матча с Миланом Раньери сказал: ты давай, браток, почаще бей уже. Он сегодня только бьет по воротам, ну, за исключением одной попытки парашютную передачу сделать на Пацини, помните, минуте на 10-й. А так что не мяч в 5-7 метрах от штрафной, сразу следует туда. Один был плотным, можно сказать, даже классным. Мяч пролетел над перекладиной. Но КПД пока скромненький у Рикардо Альвареса. Теперь Альваро Гонсалес. На опережении Лусио. Как бы не было углового. Но догоняет Киву. Ни аута, ни углового. Анетти. Камбьясо. Опять потеря у Пацини. Эрнанес. Клозе. Рокки еще не стартует. Понятно, что в догонялке играть бессмысленно. Кто-то получил травму на половине поля Лацио. Или Десма-Ли. Ай-яй-яй. Кристиан Ледесма подвернул голеностоп. Да, вот два момента с участием Томмазо Рокки. Однажды он не забил из ситуации, которая была, казалось, гораздо более выгодной. Но вот такие голы ценятся значительно дороже. 1-0 Лацио выигрывает у Интера на Сан-Сиро. И не слышно стадиона, просто потому что нет повода болеть по-настоящему. Смотрите за ворота. Разве это тифози? Ну, собственно, не та трибуна, где собираются интеристы. Ну и она поет что-то элегическое. Разумеется, надо подумать и о заменах. Скоро получил ключевой игрок повреждения. Вернется, я думаю, Кристиан Ледесма. Но там под Тузалием начал разминаться. Возвращает мяч. Камбьясо вратарю Лацио. Джибриль Сиссели, Анель Скалони, Конка, Матузалем, Диаките и Дель Неро. Вратарь Альбано Бисари у Лацио, у Интера в запасе Лука Кастеллаци, голкипер Снейдер, Сарате, Раноки, Андреа Поликс, который, кстати, как и Майкон, забил мяч в ворота Дженуа в кубке. Фараони и Оби. Милито. Обыгрывать нужно назад. Диас. И опять ничего не получилось у миланцев. И 5 минут до перерыва. Да, выйдет ли Снейдер? Главный вопрос. На мой взгляд, готов ли он провести 46 минут? Да и вообще хоть сколько-нибудь в своем привычном режиме. Потому что если это не настоящий Снейдер, то лучше его не выпускать. Снейдер камертон, Снейдер дирижер, и лучше не иметь никакого, чем иметь плохого. Нагатома не удержал мяч. Кстати, первый кандидат, на мой взгляд, на замену, потому что игрок фланга по бровке при такой плотной обороне Лацио лишний не нужен. Там достаточно и защитника. Ну вот Снейдер. Ну и, конечно, Мауро Сарате. Другое дело, что Сарате нападающий. А Пацини и Милито пока еще ничем себя не запятнали. Да, они играют не слишком активно, но в таком суженном пространстве это естественно. И в конце концов, достаточно вспомнить дерби. Тоже первый тайм нападающие провели
невзрачно вроде бы, а потом свою роль сыграл. В том числе и по цене, на мой взгляд. Хотя и ему не удалось отличиться. Альварес. Но ошибся Альварес, пытаясь обыграть Гонсалеса. Я еще понял, почему спутал ты в самом начале. Один Альварес, другого Альварес зовут. Это не Иван Петров и Виктор Кузнецов. Это Иван Петров и Петр Кузнецов. «43-я минута. Альваро Гонсалес, кстати, очень полезный игрок. Угловой. От ноги Лусио мяч ушел. Это было абсолютно очевидно Мирославу Клозе. И всем, кто смотрел момент с близкого расстояния. Но арбитр был далековато. О, какой прессинг включил Лацио неожиданно. Ну, такой частичный прессинг. Вдруг наскочили вдвоем на двоих, и Киву не знал, куда деваться. Да, может быть, и выдохлись футболисты Интера. Серия из 6 побед подряд. Это ведь еще не все. Потому что Интер в 9 турах 8 побед одержал. Было поражение от Удинезе, в котором матче, я имею в виду, уже Интер был в соку, и он играл с позиции силы. Пропустил мяч, ну, скорее, нелепый. Не то, что совсем не по игре, но мяч, как сегодня, скажем. Так что последние 9 туров, плюс кубковые матчи, плюс уверенный финиш группового турнира в Лиге чемпионов. Настолько уверенный, что можно было позволить себе и последний матч не играть изо всех сил. Все это говорит о том, что Интер осенний вполне достоин лучших слов. Диего Милито 1-1. Вот забыли об осторожности защитники Лацио. Ни одной такой атаки Интер не провел в матче. Совершенно неожиданно втроем начали мини-футбольную комбинацию в чужой штрафной интеристы. И так вроде должна была она завязнуть или закончиться офсайдом. Но в результате Дзаури прозевал. И не один только Дзаури. Смотрите, не в своей позиции оказывается и Раду. Вообще все смешалось. Ну а Милито, под ногой у него мяч ровно таким же ударом, как и Милано. Он забивает в дальний угол низом. Крохотный шанс, оставляя голкиперу Маркетти. 1-1. Да, Интер не зря я взялся хвалить. Знающий себе цену. В общем, уже все та самая уверенная в себе команда. Команда, которая выиграла Лигу чемпионов. Единственная в современной эпохе, сумевшая обыграть Барселону. Опасно Клозе. И что, офсайд? Да, положение вне игры. Минуту лишь добавил Никола Риццоли. Все правильно здесь. Клозе действительно был за спиной у защитников. Да, как снег на голову свалился этот гол. Все правильно делали полузащитники. Да почему надо делить, кромсать на линии игру Лацио? Вся команда очень логично выстроила на первых минутах. Затем нашла свой шанс в атаке, когда Интер чуть-чуть ослабил хватку и доигрывала тайм абсолютно спокойно и вдруг пропустила. И это великолепный шанс для того, чтобы, ну, всегда, когда мяч забивается в раздевалку, как мы говорим, это мало того, что меняет счет, это меняет еще составляющую эмоциональную. Интер вновь фаворит. И во втором тайме предстоит доказывать. Мы видели, что уже бросился разминаться Уэсли Снейдер. Все это пока загадки.
Ответы мы получим через 15 минут. Накануне матча Интер-Лацио оба тренера Клаудио Раньери и Эдуардо Рея расточали комплименты в адрес соперников. Раньери, в частности, напомнил о том, что Лацио выше в турнирной таблице, чем Интер, и просил всех, кто рассматривает, рассчитывает, анализирует этот матч с позиции Интера, не обращать внимания на последние неудачи Лацио. Действительно, команда очень неприятная, команда, обученная и с ярким нападением. И это все подтвердилось в первом тайме. То же самое можно сказать и о, транспонируя слова тренера Лацио Эдуардо Рея, о том, что все ожидания оправдались. Интер очень хорош, Интер непредсказуем, когда он атакует. Действительно, вдруг ни с того ни с сего, когда, казалось, Лацио решил задачу, блестяще решил задачу первого тайма, взял Интер и сравнял счет, проведя комбинацию в чужой штрафной, забил Диего Милита свой 8-й гол. Но при этом, при всем, тренеры остались недовольными тем, как команды играли. Потому что в перерыве мы видим замены. Весли Снейдер выходит вместо Рикардо Альвареса. У Интера, у Лацио появляется Франциско Матузалем. Но здесь скорее дело в том, что... Эрнанеса меняет. Вы знаете, мне показалось, что Кристиан Ледесма, только начал я фразу, получивший небольшое повреждение минут за 5 до перерыва, не сможет продолжить. Нет, Ледесма на поле. И именно Эрнанеса, человека, определявшего ритм игры Лацио в первом тайме, меняет Матузалем. Чуть более оборонительный по идее своей футболист. Вот так вот Эдуардо Рей отнесся к ситуации. Ну и вышел Оби усиливать, уплотнять ситуацию в полузащите у Интера. Он вышел вместо Нагатома, я так понимаю. Но это было бы логично. Мы с вами говорили перед перерывом. Все это просматривалось. Правда, после того, нет, Нагатома остался. Санетти Камбьясо или Киеву. Ну, сейчас посмотрим. Санетти Камбьясо я не верю. Этих мастодонтов менять нельзя. Наверное, Киеву, у которого с ногой были проблемы, да, поменял Оби и, кстати, занял его позицию или Нагатом. Нагатом. Все, разобрался я, и вам сейчас еще раз напомню составы с учетом замен, сделанных в перерыве. В воротах Интера Жулио Сезар. В обороне слева 55-й номер теперь Юто Нагатома. Справа Майкон 13-й. В центре 6-й Лусио и 25-й Вальтер Самуэль. Полузащита Оби. Жоэль Чуквума Оби. 20-й. 4-й Хавьер Санетти, капитан команды. 19-й Стефан Камбьясо и Весли Снейдер номер 10. Нападающий 22-й Диего Милита и 7-й Джанпаоло Пацини. Главный тренер Клаудио Раньери. Лацио с учетом замены. Федерико Маркетти в воротах. Полузащита Андре Диас 3 и Джузеппе Бьява 20 в центре. Нагатома достает мяч. Дзаури, Лючано Дзаури 78-й. Сейчас поддержал атаку справа. Латераль на этом фланге. И на противоположном 26 номер Стефан Раду. Полузащита 24-й Кристиан Ледесма. 11-й Франциско Матузалем. 19-й Сенат Лулич, 15-й Альваро Гонсалес. Двое последних ближе к флангам играют. Нападающие 9-й Томазо Рокки, капитан. И 25-й Мирослав Клозе. Эдуардо Рея, главный тренер. Никола Риццоли судит этот матч. Ваш комментатор Александр Шмурнов. Лацио взял себе мяч в начале второго тайма. Игра Эрнанеса в эпизодах смотрелась до перерыва. Однако, может быть, действительно в центре поля начались проблемы в концовке тайма. Чаще терял мяч Лацио. Все-таки, если согласиться с тем, что гол Интера возник почти на пустом месте, без давления общекомандного, то как-то мяч туда попал. Штрафной. Проход Нагатома, прострел.
Первое включение в игру Уэсли Снейдера. Очень вовремя он ушел от контакта, пробросил мяч по флангу. Восстановление Снейдера, конечно, в высшей степени важно перед возобновлением Лиги Чемпионов. 3 недели всего-навсего остается. Ну, на самом деле, чуть побольше, потому что пара Интер-Марсель во втором запуске. Я напомню, что в Лиге Чемпионов в 1/8 финала уже не первый сезон. Матчи играются не на одной неделе, все 8, а 4. Потом еще 4 через неделю. То же самое с ответными. За это время параллельный турнир успевает на круг больше пройти. Не было нарушения правил, даже если оно было, то мяч остался у Лацио. Много пространства, 40 квадратных метров у Лючано Дзаури. Альваро Гонсалес. Аби выбивает из-под ноги у него. Но руки-то не было в офсайде. Похоже. Снова Альваро. Аккуратненько мяч покатил на Ледесму. Голевой пас Кристиана Ледесмы. Одно из самых ярких событий, впечатлений первого тайма. Из глубины передача на Томазо Рокки в ту точку, из которой забивай не хочу. Хотя и сам по себе удар, противоход вратарю, очень своевременный в дальний угол, из-под ноги защитника был великолепен. Но такой пас нужно было еще состряпать. Ну и сейчас Ледесма очень красиво разбросал двоих, заработал штрафной. Матузалем и лично Ледесма здесь обсуждали, что же делать с мячом. Бразилец ушел на правый фланг, заставив сюда подойти соперника. Ледесма навешивать будет к 11-метровой, скорее всего. Мягкая подача. Вальтер Самуэль мяч выбивает. Пестрит здесь от аргентинцев. Самуэль, Камбьяса, Милита. После подачи Ледесмы играли. Снейдер торопился освободиться от мяча под прессингом соперника. И, хотя и заслужил за отвагу аплодисменты Сан-Сиро. И вообще, конечно же, голландцы будут поддерживать болельщики. Первый, можно сказать, полноценный матч после травмы. Несколько минут в игре с Миланом не считаются. А это 46 минут человека даже с остаточными какими-то явлениями, воспоминаниями о травме. На 46 минут никакой тренер не выпустит на поле. Значит, Снейдер в порядке. Остается только набрать форму. Рокки. И Санетти выбивает вперед. Здесь пока ленится Пацини. От движения форвардов на чужой половине поля очень многое будет зависеть. Сенет Лулич. Перевод направо. Альваро Гонсалес. Не собирается совершенно суетиться, торопиться, развивать атаку, освобождаться от мяча, тем более уругваец. И в результате сохраняет его надолго. Дзаури будет бросать из-за боковой. Глубокомысленные жесты, сама поза Клаудио Раньери. Да, Лацио удивил в начале второго тайма. Можно было предположить, что, успев отыграться, успокоившись, Интер начнет очень уверенно второй тайм. Но пока территория за римлянами. Да и по движению они выглядят ярче. Матузалем, Лусио. Просто значительно больше, да еще и проворнее этот Лусио. Удивительную ошибку допустил бразилец в начале матча, пытаясь перехватить передачу, лишь подработал мяч на ход Томазо Рокки, но тогда капитан Лацио не забил. Забил чуть позже и не из-под него, а из-под Самуэля. Наготово. Снейдер. Самуэль. Камбьясо.
Милито не рискнул забросить мяч Майкону, но это не было потерей темпа. Майкон с мячом. Низом. Почему низом? Трудно сказать, но мяч остается у бразильца. Он сам бьет по воротам. Ну, так бывает. Не в лоб, так по лбу. В общем, ничего не получилось у Майкона в этом эпизоде. Все, что он задумал, все сорвалось. Поговаривали о том, что Майкон может оказаться в Пари Сен-Жермен. И, надо полагать, переговоры продолжаются. Ну, Леонардо ведет себя активно. Человек, который набирает на деньги шейхов состав для Пари Сен-Жермен, для команды, которая почти наверняка будет играть в Лиге Чемпионов в следующем году, потому что упустить такое преимущество, как сейчас, Париж опережает команды, идущие на 3-м, 4-м, 5-м местах, практически на 10 очков, можно сказать. Вряд ли упустит. Значит, это уже Лига Чемпионов. 2 прямых путевки у Франции, как у Италии. Наготово прессинговал Диаса. Заури бросает. Снейдер поборолся и выиграл у Рокки. А, это не Снейдер был. Все-таки просто лысина нам блеснула. Я очень удивился, конечно. Если Камбьяс или Самуэль, тоже с похожими шевелюрами. То это в порядке вещей. Потери мяча у Интера, ну просто он владеет им больше, потому и теряет. Вот пас в стиле Уэсли Снейдера, Майкон штрафной, угловой будет. Ну, для Интера, который 10 минут второго тайма провел пока в режиме стендбай, и угловой. На безрыбье сгодится. Адаваци. Фанатской трибуны. Уэсли Снейдер отправляется выполнять стандарт. Подача Ледесма. Майкон. Снейдер совершенно свободен. Передача направо. Быстрый навес. Удар по воротам Пацини. Маркетти все видел. Но Пацини, конечно, очень опасен. Именно в игре вверху. Маловато забивает Джанпаоло в последнее время. Но по теории вероятности того, что впечатление производит своей игрой вполне приличная фора. Скажем, таким матчем шанс забить у него возрастает. Нзаури. Гонсалес. Неаккуратная скидка назад. Оби. Открывается Милито. Получает пас в ногу. Тормозит. И Диас его не трогал. Просто под давлением Милито сложно было выбраться из эпизода. Гонсалес. Раду. Или Заури. Заури, прошу прощения. Раду на противоположном фланге. Я вот думал, встретиться Раду и Кива. Не встретились. Кива уже, напомню, ушел, получив небольшое повреждение. В общем, на ровном месте. Тянулся за мячом и упал как подкошенный. Гонсалес. Самуэлю стоит попробовать. Да, но он вообще выжил максимум из эпизода. Я думал, уже нужно палить в аут. С рикошетом от соперника. Получилось еще лучше. Рокки. Оби его догоняет. Суматошный пока. Без позиции. Играет 20-й номер Интера. Но, с другой стороны, миланцам просто необходимо сейчас забрать территорию, заставить Лацио отходить и играть вообще спиной к воротам. Милито.
Борьба за центр поля. Альваро Гонсалес нарушает правила. Попал по ноге сзади уругвайца японцу. И Риццоли не стал штрафовать серьезно. Похоже на игровой эпизод, без явной грубости. И пару таких фрагментов мы видели в первом тайме. И точно таким же было решение судьи. Но еще немного, и он за это тоже начнет показывать желтые карточки. В конце концов, пока что игра не слишком плотная и контактная. Но она в нее может превратиться. Оттеснил Пацини сейчас Джузеппе Бьява. В тени скамейки запасных промелькнул Мауро Сарате, которому очень давно не достается игрового времени. Конечно, было бы приятно именно в этом матче аргентинцу выйти на поле, ведь он играл за Лацио. Но Раньери держит Сарате в запасе вот уже вплоть до 60-й минуты. И вряд ли в ближайшие 15 минут сделает замену. Просто потому, что две замены Интер уже совершил. Лацио с мячом. Клозе. Себе грудью мяч скинул. Вот Лусио ушел. Вот Аби уходит. Рокки Нагатома прерывает обратную передачу. Милито, Пацини. И здесь Снейдер не успел Пацини сыграть с партнером. Просто бросал мяч перед собой. Опять все в порядке с плотностью у Лацио. Лулич. Пока он был не очень заметен, но здорово выходит из эпизода. Бьет поворотом, похоже на рикошет. Лулич, кстати, уже 3 мяча в нынешнем сезоне забил. Больше только на счету Эрнандеса, который пенальти, среди прочего, выполняет. Больше стало у Рокки. Тоже 4-й гол сегодня. Ну а лидер, напомню, Мирослав Клозе с 9 голами. Действительно, был рикошет. Угловой с правого фланга будут выполнять римляне. И персонально, видимо, это Кристиан Ледеспа. Хорошая подача. Но облокотился Андре Диас на Самуэля. Уронил того на газон. Видимо, это послужило поводом для свистка Риццоли. Полчаса до окончания матча. Продолжается борьба. Если пользоваться борцовской терминологией, то до портера еще не дошли. Все ищут возможность захвата. В футбольном смысле это захват территории прежде всего. Вроде бы в современном футболе контратаки, выпады, использование свободных зон — это главный повод и возможность переиграть соперника. Но вот сегодня мы увидели, как Интер не из быстрой атаки, а из позиционной вышел максимум. И если Интеру удастся большими силами обосноваться на чужой половине поля, пожалуй, это будет даже острее и перспективнее для миланцев. Снейдер еще раз показывает, насколько потрясающая техника передачи, сколько точен Снейдер. Ну а здесь это было скорее не ошибкой, а слишком рискованным пасом. Надеялся на то, что откроется Аби, продолжающий искать свою стезю в этом матче. Пацини заработал штрафной. Ну, у всех на виду были Пацини и Бьява, которые боролись за мяч. И арбитр заметил, что защитник Лацио положил руку на плечо 7-му номеру Интера. А вот предыдущий момент с Рокки, ну, там, конечно, можно спорить. И наверняка в итальянских эфирах опасно Пацини. И 2-1. Боже мой, какие голы Лацио пропускает. Интер, конечно, забивает голы
очень красивый. Милита в своем стиле, и Пацини. Мы с вами ведь говорили о том, что этот форвард свое слово еще скажет. Ну что же с защитой-то происходит? Это беда какая. Я понимаю Эдуарда Рея. Из ничего, на пустом месте пропускают мячи. Смотрите еще раз. Пацини и Милита выходят из офсайда. Пацини успевает это сделать. И мяч летит ему прямо на блюдечке. Техника, видение, чувство эпизода на высочайшем уровне, но зато и брали. И опять голевой пас. Нет, это Лусио. Мне показалось Хавьер Санетти, как в предыдущем матче. Собственно, другой герой дерби со своей почти половины поля. Пацини на одной линии. С зазевавшимся Дзаури. Чуть-чуть не хватило скорости 78-му номеру Лацио. Если в первом тайме пару раз в пользу обороны ошибся арбитр на линии, но не тот, кстати, а этот на нашей ближней бровке, то сейчас в этой ситуации, когда все на волоске висело, судья принял в пограничной ситуации решение в пользу нападения. На мой взгляд, всегда арбитры должны судить именно так, когда они абсолютно не уверены в том, что был офсайд. Надо давать играть. Не поднимать флажок. Ну вот и не поднял арбитр, и Джанпаоло Пацини забил роскошный мяч и вывел Интер вперед. Забавно. Интер даже в этом матче, когда он априори был фаворитом, забил свои мячи, можно сказать, из-под тишка. Рокки, пас-центр, удар, и Мирослав Клозе упускает шанс. Неужели такое тоже бывает? В это совершенно невозможно поверить. Роскошно разрезали оборону Интера. Не кого-нибудь, а Интера. Форварды Лацио. Вот, кстати, порознь играют Милита и Пацини, а Рокки и Клозе, ну, правда, очень редко, но сегодня демонстрировали, как должны правильно располагаться друг относительно друга и вообще играть вместе в атаке. Нападающий при схеме с двумя чистыми форвардами. Ну, еще раз аплодируем Джанпаоло Пацини. Но Маркетти сделал все, что мог, на мой взгляд. Оставайся он в воротах, Пацини положил бы мяч на газон и растерзал бы вратаря. А здесь был шанс, что Пацини ошибется. Абдуллай Конко вместо Альваро Гонсалеса, который начал терять мячи. Удар Стейдера! Попадает под перекладину дьявольским совершенно выстрелом голландец. Там непонятно, как мяч летит. Ну что, действительно в приличной форме. Смотрите, 40 метров, ну 35 до ворот. И вот такое попадание. Маркетти, хороший вратарь, хороший. Успел спасти команду угловой. Интер показывает, каков потенциал у этого состава. Если они в себе уверены именно в том, что они не понимали, как играть, и от того каждый, не зная своего маневра, был растерян. Я имею в виду начало сезона при Гасперини. Провалил. А остальное сейчас, на мой взгляд, даже посерьезнее, чем год назад. Подача Камбиясо. Здесь же Вальтер Самуэль на подборе. Томазо Рокки. Матузалем. Конко. Конко в защите отыграл большую часть матчей в нынешнем сезоне. Такое ощущение, что вышел-то он на позицию Альваро Гонсалеса. Но тоже на фланг. Конко. Плавная, мягкая кошачья техника у этого игрока. И он может очень пригодиться на чужой половине поля. Добрая четверть матча еще впереди. И масса времени для разных событий, в том числе и тектонических. Многое может поменяться. Лацио вновь настраивает свою игру на чужой половине поля. Я вспоминаю матч с Удинезе. Вот такой же непредсказуемый, открытый, в нескольких действиях, если позволите.
Обе команды тогда отыгрывались. Может так получиться и с нашим матчем по Цини. Но это если Интер не упрочит свое преимущество. Майкон получает мяч справа. Милита открывается в пятку, получает передачу. Тем не менее сохраняет мяч. Майкон вновь. Снейдер. Отсюда можно вновь пробить. И можно отдаться на Готома. Снейдер. Штрафной. Себе любимому зарабатывает голландец. Так. Нечего было делать уже Кристиану Ледесме. Конечно, страшно, когда Интер с 23 метров при живом Снейдере зарабатывает штрафной. Но еще опаснее было отпустить Снейдера под удар схода. И третья замена. Как рискует Раньери. Да, вновь не выйдет на поле Мауро Сароте. Появится Марко Давиде Фараони. И Фараони что, меняет Милито? Но режиссеры уже все знают. Там работает корреспондент внизу, рядом с арбитром. И, наверное, Милит показывает не зря. Диего Милито 8 голов в чемпионате. Сравнял счет, пожалуй. Да как бы игра не закончилась. Сегодняшний гол Милито один из самых важных. Проигрывал Интер. Чувствовал себя. Вот этот гол. После передачи Альвареса. Чувствовал себя не лучшим образом. Дергались, не понимали, как справиться интеристы. Удар Снейдера! Выше ворот. Для Снейдера коротковата дистанция, надо признать. Самуэль облокотился на Клозе. Штрафной в сторону ворот хозяев. Хорошая подача. Мяч летит долго. Конечно, это шанс для защитников, но там сразу на линии мяча 3 игрока в белой форме были. Лусио опередил Диаса, и младший по рангу бразилец Фалил, хватая коллегу за плечо. И надо сказать, что у Диаса есть желтая карточка, и зря он сейчас неистовствует. Ну, поговорят немножко по-португальски ребята. Надо полагать, в продолжении эпизода неправ был уже Лусио. Да-да-да, вот это. Его движение, которое разозлило Диаса. Замену делает и Лацио, выпускает форварда, что абсолютно логично. Джибриль Сисе выйдет на поле. Диас, скидка назад. Маркетти. Дзаури. Вот чем хороший судья отличается от плохого? Он глупости не делает. Вот смотрите эпизод. Диас ругался с Лусио, вел себя неприлично. Можно показывать дисциплинарную желтую карточку? Можно. Если бы он показал и Лусио, и Диасу, были бы претензии методические у главы судейского корпуса, который всегда своих защищает, и все такое. Не было бы. Все правильно. А ведь это было бы несправедливо. Глупо. Согласитесь? Слишком часто арбитры такие вещи делают и потом говорят: а с нас как с гуся вода. Он ругался. Формально повод есть. Формально повод есть всегда. Придраться можно к чему угодно. Снейдер. Аби. Раскачал легко. Конка, подача. Ну, Интер, надо признать, атакует не слишком великими силами сейчас. Камбьясо. Не играет. Банальный офсайд случился у Майкона, там, у кого. Ну да.
Вон он там, 13-й номер. Самое обидное, что вот этим своим правом судьи пользуются слишком часто. Правом вынести абсолютно справедливое решение с точки зрения буквы правил, абсолютно закономерное, так что не подкопаешься. Но при этом глупое и на самом деле по-человечески несправедливо. Никола Риццоли к таким судьям не относится. Расстроит, конечно, Альваро Гонсалес, но пару раз он действительно ошибся. И тот ритмичный футбол, который удался Лацио в начале второго тайма, разрушен в том числе и по вине уругвайца был. Надо признать. Передача в штрафную. Эдуард Сиссе. Почему Эдуард? Джибриль, разумеется. В три нападающих играет Лацио. Ну, вы видели уже, Конка отошел на фланг. Выход нападающего вместо защитника — это, разумеется, игра ва-банк. Но, по большому счету, структура нормальная, привычная. Все равно 4 защитника. Да, 4-3-3 несколько более агрессивный вариант. Тем не менее, шапки наголо Лацио тоже играть не будет. Времени достаточно, и чтобы забить, может быть, даже выиграть. Забить можно и на 85-й, и на 88-й минуте. Сейчас, опять же, по всем итальянским канонам Лацио прежде всего нужна территория, мяч, а не истошные наскоки на чужую штрафную. Раду. Передача на Рокки. Самуэль взмывает воздух. Камбьяса здесь же. Ну, уже был офсайд. Еще какие-то прегрешения, видимо. Нет, положение вне игры у Томмазо Рокки. Но, кстати, понял, что в офсайде, и начала уже движение, просто не успел пройти мимо наготов. 76-я минута заканчивается. 2-1. Интер к этой минуте одерживает волевую победу. И если все так закончится, он опередит Лацио в таблице и сохранит статус-кво среди четверки лидеров. Ну, на самом-то деле, еще раз напомню, Интер был 5-м. Однако, учитывая вот эту серию, учитывая состояние Интера и возможности изначальные этого состава, все уже давно поняли. Главный претендент на то, чтобы вклиниться в борьбу Ювентуса, Милана, Удинезе за лидерство, это, конечно, Интер, а не Лацио, не Наполи, тем более, который в очередной раз потерял очки и, по-моему, уже всех шансов на скудетто лишился. И, наверное, на Лигу чемпионов тоже. Нет, такое ощущение, что неаполитанцы и не ставили сверхзадачи сыграть очень уверенно в чемпионате. Сейчас скорее пиар. Функция заработать себе славу в Европе, попытаться как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Там еще и деньги платят неплохие. В Италии сейчас это совсем не лишним было бы заработать десятки миллионов евро для поддержания бюджета. Страна в кризисе. Ну и плюс к тому, Наполи наверняка поборется за Лигу Европы, в отличие от многих итальянских грандов. Если Наполи пробьется во второй европейский турнир, то будет там играть серьезно. Потому что вот эта постоянная практика присутствия в Европе необходима для имиджа, для реноме. Ледесма. Подача в штрафную. Лусио отобрал мяч у Майкона и организовал сопернику угловой.
Но, с другой стороны, кто будет укорять Лусио, если он не позволил пробить нападающим? Ну, а Рома выглядит здорово. Возвращаясь к списку претендентов. И 5 мячей в этом туре забито. Угловой слева Ледесма. Хорошая плотная подача. Опять Лусио рукой играет. Нет. Риццоли видел фол против Лусио. Ну, Клозе толкнул в спину. Кстати, была ли здесь игра рукой? На самом деле. Да, вытолкнул из эпизода. Не контролировал ситуацию, просто не мог управлять своим телом. После толчка в спину Лусио абсолютно прав. И на этот раз, на мой взгляд, Никола Риццоли. Да, это уже борьба в партере. Причем Лацио попал под болевой прием. И главное, что времени совсем немного остается терпеть. Удастся ли вырваться? Интер гнет свою линию. Матузалем. Не знаю, замена Эрнанеса на Матузалема, конечно, сделала более плотную игру Лацио, но зато фантазии, конечно, убыло. Джулио Сезар. Первую половину сезона провел из рук вон плохо. Даже заговорили о том, что какой-то спад, может быть, звездная болезнь, что-то такое происходит с одним из лучших вратарей мира. Но вот, смотрите, за почти уже 3 месяца мяч, пропущенный от Удинезе, от Лечче, в ситуации, которая никого особо не интересовала. И сегодняшний гол. Вот и все. С 19 ноября, точнее, с 29 октября, когда Интер проиграл Ювентусу, пропущено 3 гола. И только один из них привел к потере очков. И моментов у ворот Интера было вдоволь за эти месяцы. Должны быть довольны владельцы Интера тем, что происходит сейчас с командой. Команда не просто пришла в себя, она вновь становится грозной силой на всех фронтах. Напомню, Интер по-прежнему претендует на все 3 трофея. И кто скажет, что Интер сегодняшний намного слабее того, что строил Мауриньо. Да, харизма тренера во многом помогала. И, конечно, вот этому Интеру справиться с Барселоной, да и с Реалом, и с англичанами будет не так просто, или с Баварией. Все равно, я думаю, среди претендентов на победу Нерадзури останутся. В сознании болельщиков они остаются именно сегодня. В Кубке Италии четвертьфинал грядущей недели в Неаполе. Да, задача сложнейшая, тем не менее решаемая. В чемпионате 6 очков. Если выиграет сегодня Интер, отставание от Ювентуса, 5 от Милана. Но и это за круг, конечно же, отыгрывается. В общем, слухи о смерти великой команды оказались преувеличены. И даже если Лацио сегодня уйдет от поражения, Интер очки потеряет, все равно это ситуация серьезно не изменит. Самуэль ошибается, вынося мяч. Томмазо Рокки. Ледесма слишком сильно на Клозе. Минут 10 уже Лацио не заставляет напрягаться оборону. Ну, может быть, за исключением одного эпизода, когда, помните, Рокки справа выводил на ударную позицию Клоза. Да это и было 10 минут назад, да. Ну, конечно, перевести дух
Не упустит шанса Жулио Сезар. Снейдер. Нет, скидка на голландца не получилось у Пацини точной. Конко. И за боковой Лацио бросает. 10 минут ровно до перерыва. Полагаю, стандартные 3 минуты будут добавлены. Нагатома назад. Вальтер Самуэль. Маркетти. Поспешать нужно с этой передачей на Раду. И не трогал румына Фараони. Просто будет аут. Следующее серьезное испытание для Интера — это матч 5 февраля. Ну, если не считать, конечно, выезд в Неаполь на кубок. Тут еще не ясно, каким составом Интер будет играть. Напомню, что в 1/8 финала с Джено играли совершеннейшим резервом. Там только Санетти, Камбьяса и Майкон из основных вышли. Остальные 8 человек из глубокого резерва. Ну а испытание 5 февраля. Матч в Риме с Ромой, разумеется. До этого выезд в Лечче и домашняя игра с Палермо. А потом сразу 2 игры дома с Наварро и с Болоньей. Это все очень перспективно. Календарь для набора очков постоянного. Ну вот Рома 5 февраля, 26-го, прошу прощения, с Наполи, а перед этим матч с Марселем. Так что конец февраля будет непростым. Снейдер шведкой режет мяч на правый фланг. Фараони. Авьер Санетти открывается. Аргентинец. И нужно, конечно, отдавать пас в такой ситуации. Ну, Фараони настолько испугался потери, что аж до вратаря своего дошел посоветоваться. Ну вот зря привез на свою половину мяч пугливый Фараони. Ледесма. Поспешный удар аргентинца намного выше ворот. Я не знаю ни одного человека, у которого Клаудио Раньери не вызывал симпатию. Кто-то говорит, что этот тренер, которого не назовешь победителем, без такого откровенного, мощного внутреннего стержня. Есть всевозможные претензии к Раньери, но он никого не раздражает. Вот это важно. И Интеру, команде, созданной годами, можно сказать, команде ярчайшей, после раздрая Бенитеса и прочих эпох, это уже скорее нарицательным становится. Конечно, нужен был человек, прежде всего, атмосферный, человек, который успокоит ситуацию. Ну и стратег он тоже неплохой. Аби играет на опережении. Ну, может быть, и опасно. Главное, что он оставил мяч на половине поля Лацио. 88-я минута. Ледесма. Сисе. Удалось выбраться из-под прессинга. Конко. Клозе.
Просто воздуха не хватает атаки Лацио. Совершенно некуда отдавать передачу. Приходится защитников подключать. Андре Диас. И упал. Упал на ровном месте. Раду. Снейдер. Вне игры Пацини. Он это знал. И какой нашел пас-то, а? Пацини там не смог пройти Кристиану Ледесму. А вот это очень опасно. Клозе уходит от Лусио. Правда, уходит в угол. Подача. Майкон. Сиссе. Удар по воротам. И Вальтер Самуэль. Бьет на отмашь. Интер отбивается. 89-я минута. Но до голевых моментов дело практически не доходит. Ледесма. Рокки сбрасывает мяч в штрафную. Клозе борется за позицию. Опасно. Жюлио Сезар. Ёкнуло сердечко. У каждого тифози наверняка. Болельщика Нерадзури. Но настоящим голевым моментом я бы это не назвал. Лацио атакует уже судорожно. Майкон. Фараони. Хавьер Санетти, вездесущий, бросается за соперником и выцарапывает мяч. Здесь помогают Камбьяса и Майкон. Закрыта, зачищена зона. Ошибся в передаче Санетти, а может быть просто Фараони и Майкон не разобрались, кому из них сделал движение навстречу пасу. Добавленное время сейчас пойдет. Конко. И потеря. Потеря, потому что на самом деле все закрыто. Нагатомо. 3 минуты. Ледесма. Рискованный заброс. И Вальтер Самуэль, имея в запасе добрых 5 секунд, чтобы добежать до эпизода, конечно, снимает этот мяч. Нагатомо. Забавно сыграл. Здесь красиво Бьява пяткой выбрасывает команду в атаку. Ледесма уже, по-моему, все силы кончились у аргентинца. Он останавливается. Сенат Лулич догоняет мяч. Через пас освободились Лецали от опеки. Ледесма. Удар по воротам. На полусогнутых, еле дыша, дошел сюда, в эту зону ударную. Аргентинец и все-таки создал момент. Хороший плотный удар, конечно, все контролировал Жюлио Сезар, но такой мяч может залететь и в девятку. 2 минуты в распоряжении Лацио. 2-1. Напомню, в середине первого тайма изумительный пас с Кристиана Ледесмы в штрафную и удар в противоход из-под защитника Томмазо Рокки вывели Лацио вперед. Интер отыгрался, не сумев по-настоящему наладить давление, но все-таки добравшись за несколько минут до перерыва до штрафной, разыграли там комбинацию очень изящную, тонкую и неожиданную. Собравшись гурьбой четвером в чужой штрафной, там и Пацини был, и Альварес с Милито, которые оказались главными фигурами, кто-то еще, не помню. И вот этот мяч во многом, конечно, стал переломным, потому что ушел на перерыв Интер с другим настроением. Замены сделали тренеры. Сразу 2 замены отважился произвести Клаудио Раньери. Уэсли Снейдер сегодня проводит, можно сказать, полноценную впервые игру. Целый тайм достался голландцу. И был он очень полезен. Напомнил о себе как о мастере передач точнейших, как о дирижере. Оби появился тоже на 46-й минуте. И хотя Лацио провел дебют второго тайма достойно, даже захватил территорию, вновь забил Интер. После ошибки в обороне. Но в тот момент абсолютно все игроки были на половине поля Лацио. Это о чем-то договорит. Лусио выбивал мяч от центрального круга головой изо всех сил.
вперед. И получился голевой пас на Пацини, который изумительным жестом переправил через вратаря этот мяч в ворота. 2-1. Забили форварды. Выстоял Интер под давлением очень сильной и грамотной команды и одержал свою 7-ю победу подряд. Опередил Лацио в турнирной таблице. 35 очков становится у Интера, 41, напомню, у Ювентуса, 40 у Милана. Такова рекогносцировка лидеров. И 4-е место, и, пожалуй, эта четверка должна сохраниться. Лацио отстает. Теперь ему бороться с Ромой, возможно, с Наполи. Хотя, конечно, эту команду Эдуарда Рея немножечко жалко. Как и другую команду, созданную Эдуардо Реей, Наполи. Посмотрим. Весь чемпионат Италии еще впереди. Все самое интересное во втором круге. Спасибо, дорогие друзья, за внимание сегодняшнее. Комментировал Александр Шмурнов. До новых встреч на НТВ+. Счастливо.